Здравствуйте, ребята! Начинаем наш урок. Тема нашего урока – сложно сочиненные предложения. Сегодня на уроке вы систематизируете знания о сложно сочиненных предложениях, смысловых отношениях между частями сложно сочиненного предложения. Научитесь находить в тексте сложно сочиненные предложения, определять смысловые отношения между частями сложно сочиненного предложения и сможете рассказать о красоте природы. Эпиграфом к нашему уроку служит высказывание Льва Николаевича Толстого. «Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой, этим непосредственным выражением красоты и добра». Прочитайте предложение, о чем будем говорить на уроке. Красоту природы могут видеть не все, а только умеющие ее видеть и слышать, умеющие вглядываться в мир. Природа дает нам не только средства труда, продукты питания, здоровья, но она еще и обогащает нас духовно, доставляет своей красотой радость и является источником вдохновения. Черствый человек ничего не увидит в лесу, кроме деревьев, в реке ничего, кроме воды, в небе ничего, кроме облаков, а вдумчивый, пытливый наблюдатель открывает для себя мир, полный удивительных событий и неожиданностей. Сегодня мы будем с вами говорить о природе, о ее роли в жизни человека. Но прежде познакомимся с опорными словами. Природа обогащает, доставляет, дает. Вглядываться, вслушиваться в мир. Представление о гармоничном, об изящном, о совершенном, о целесообразном. Мир красоты, природы, человека. Ребята, мы познакомились с вами с опорными словами, с которыми будем работать на уроке. А сейчас давайте познакомимся с новыми словами. Обратите внимание на экран. Значение каких слов дается ниже. Отличающийся гармонией, соответствием всех составных частей друг другу. Гармоничный. Делать богатым духовно, обогащать. Соответствующий образцу, эталону. Совершенный. Соответствующий цели, наиболее разумный, целесообразный. Идеальное понимание красоты в природе, в одежде, в искусстве. Эстетическая модель. Перейдем к выполнению упражнений. Выделите общий корень в данных словах, определите их значение. А теперь проверьте себя. Общий корень в этих словах – природ. Обратимся к значению слов. Природа – совокупность естественных условий на Земле, органический и неорганический мир, все существующее на Земле, не созданное деятельностью человека. Природный – созданный природой, а не человеком, относящийся к природе. Природоохранный, относящийся к охране природы,
природных богатств. Переходим к выполнению следующего задания. Составьте словосочетания. А теперь проверьте себя. Природа обогащает кого? Человека. Доставляет что? Радость. Дает что? Вдохновение. Вставьте вместо точек подходящие по смыслу слова. А теперь проверьте себя. Красоту природы увидит только тот, кто умеет вглядываться в мир. Природа обогащает нас духовно. Под влиянием природы формируется представление об изящном и совершенном. При выполнении задания нам встречались и простые, и сложные предложения, в частности, сложно сочиненные предложения. Давайте с вами вспомним, какие предложения называются сложно сочиненными. Обратите внимание на экран. Сложно сочиненное предложение – это предложение, в котором простые предложения связаны между собой сочинительными союзами. Например, зима стояла грозно, и снег скрипел, и синий небосклон сиял морозно. Это сложно сочиненное предложение, которое состоит из трех простых предложений и связывается при помощи союза «и». Между частями сложно сочиненного предложения могут быть следующие смысловые отношения. Соединительные – со значением одновременности, последовательности и другие. Отношения соединительности передаются с помощью союзов «и», «да», «ни», «тоже», «также». Например, море глубоко роптало, и волны бились, а берег бешено и гневно. Едва слышно шумит тростинка, да изредка раздается плеск воды. Противительные отношения со значением противопоставления, несоответствия. Противительные отношения передаются с помощью союзов «а», «но», «однако», «зато», «же». Например, труд кормит, а лень портит. Ветра не было, но в саду падали листья. Разделительные со значением чередования, взаимоисключения, несовместимости. Отношения разделительности передаются с помощью союзов или, либо, то, не то, не то. Например, будет очень жарко или разразится гроза. То небо тускло блестит, то туча черная висит. Ребята, мы вспомнили с вами, что называется сложно сочиненным предложением. Узнали характеристику сложно сочиненного предложения. Выполняем следующее задание. Прочитайте предложение, попробуйте определить смысловые отношения между частями в сложно сочиненных предложениях. С помощью каких союзов они передаются. Пригрело весеннее солнце, и вот яблонька ожила, начала расти, повеселела и окрепла.
Здесь соединительные отношения обозначают последовательность действий с помощью союза «и». Предрассветный легкий ветерок тронул листья верхушки березы, и они затрепетали с тревожным шумом. Соединительные отношения обозначают последовательность действий с помощью союза «и». То падал, как будто туман, то вдруг припускал косой крупный дождь. В этом предложении разделительные отношения обозначают чередование действий с помощью союзов «то». Солнце село, но в лесу еще светло. Противительные отношения обозначают противопоставление с помощью союзов «но». Здесь уже не пахло акацией и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полем. Противительные отношения обозначают возмещение при помощи союза «но». Мы выполнили с вами упражнение и определили смысловые отношения между частями сложно сочиненных предложений. Все эти предложения относятся к художественному стилю. Тип текста – описание. Обратите внимание на экран. Сложно сочиненные предложения наиболее широко используются в художественной, публицистической и разговорной речи. Они являются средством создания образной картины, передачи впечатлений, а также средством выражения чувств и оценок. Они могут передавать явления, которые происходят одновременно или следуют одно за другим, явления чередующиеся, сопоставляемые и противопоставляемые. Прочитайте текст. Внутренний мир человека связан с природой, и потребность в общении с красотой родной планеты была и остается одной из самых главных у человека. Под влиянием природы, окружающей человека с детства, у него формируются эстетические модели красоты. Но у каждого народа они неповторимы в силу особенностей той природы, в которой он живет. Жители Японии, например, восхищаются карликовыми деревьями, а русские предпочитают березу. У каждого народа свои любимые растения, птицы, животные. Аист – любимец белорусов, а грузины лучшей птицей считают фазана. Жители северных лесов восхищаются глухарем, а степные жители предпочитают жаворонка. Дагестанцам дороже всех орел. Сама природа вручает нам ключи от красоты. Сохранить бы их. Ответьте на вопросы. Почему потребность в общении с красотой родной планеты была и остается одной из главных у человека? Потому что внутренний мир человека связан с природой.
Почему эстетические модели красоты неповторимы у каждого народа? Они неповторимы в силу особенностей той природы, в которой он живет. Какими деревьями восхищаются японцы и русские? Жители Японии восхищаются карликовыми деревьями, а русские предпочитают березу. Какие птицы считаются лучшими у белорусов и грузинов? Аист – любимец белорусов, а грузины лучшей птицей считают фазана. Ответьте на вопросы. Что было для вас важным на уроке? Чему вы научились? Какие у вас возникли вопросы? Ребята, наш урок подошел к концу. Сегодня на уроке мы с вами говорили о сложно сочиненных предложениях. Узнали о смысловых отношениях между частями сложно сочиненного предложения. Мы говорили с вами о красоте природы, о том, как важно беречь природу. Запишите домашнее задание. Какое дерево любит кыргызский народ? Попробуйте его описать. До свидания, до встречи в эфире.